Салем, Дустар Халай Саздар, Кинелькюлеренс Халай. Сегодня с вами снова я, Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Сегодня у нас с вами новая фраза, и звучит она так. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Ну что, погнали? На самом деле все очень-очень просто. Для начала вспомним, что мы вспомним? Для того, чтобы прочитать любое слово, его нужно разделить по слогам. Итак, поделили и прочитали. Р, Р, Р. И сразу же в первом слове что мы видим? Мы видим незнакомую нам букву. Ну, точнее, для тех, кто уже давно смотрит мои видео, это, конечно, буква знакомая. Ну, а для тех, кто подключился в первый раз, я вас научу ее читать. Берем обычное русское, наверное, оно русское, может быть, оно не русское, но, скажем так, русское. Слово «няня». Убираем букву «Н», то есть согласную, и буква «Я» из русского алфавита будет звучать как буква когда она звучит после согласной. Няня, Эня, ня, э. Вот именно этот звук мы используем правильно в казахском языке. Пробуем. Р. Погнали дальше. Слово «нәрсе». И уже мы с вами видим два слога. Образуются в казахском языке слоги точно так же, как и в русском. Ну, в общем, не важно даже, как они образуются. Делайте так, чтобы вам было удобно это читать. Никому можете об этом не рассказывать, но делать так, как вам нравится. Итак, погнали. Нәрсе. Букву уже объяснять не надо. Вы ее только что научились читать. Как прочитать букву Е? На самом деле все очень и очень просто. Она читается точно так же, как она написана правильно в алфавите. Написано Е, читается Е. Ведь одно из правил казахского языка звучит так. Как написано, так и читается. И ни одна буква не искажается. Вот такие чудеса. Нәрсе. И ударение ставится обычно на последний слог. Әр нәрсе. Погнали дальше. Слово өз. Как прочитать букву О с черточкой посередине? Но на самом деле здесь тоже нет никакой Америки, ничего сложного открывать не надо. Читается она так. Берем слово пес. Скажем так, из русского языка. Да? Не знаю этимологию этого слова, может быть, оно греческое, может, еще какое-то, а то иногда мне начинают писать, что это же не русское слово, как вы сказали. Ну, окей. Пусть будет русское, не суть. Берем слово пес, убираем букву П, и буква Ё в данном случае будет звучать как казахского алфавита. То есть мы убираем согласную букву, и буква Ё звучит как өз. Попробуйте, у вас обязательно получится. Едем дальше. Слово уақытымен. Как же его прочитать? На самом деле все очень и очень просто. Нужно просто разделить слово по слогам. Повторяем за мной. Вакт. Вакытымен. Ударение ставится на последний слог, потому что там стоит буква Е. Вообще это не очень логично, но если бы в конце стояла буква такая же, как в русском алфавите, или буква ее мягкий вариант, то есть палочка с точкой, то мы бы поигрались с этим ударением. Обычно оно перескакивает вперед. Ну окей. Сейчас у нас стоит буква Е, и поэтому ударение ставится на этот слог. Вакытымен. Как прочитать
какой-то второй слог, да, или первый, букву К с хвостиком. На самом деле все очень и очень просто. Помним о том, что в казахском языке две буквы К. Одна обыкновенная, та самая, которая заимствована из русского языка, и вторая, та, которая с хвостиком снизу. Так вот, как же ее прочитать? Нужно просто откашляться через букву К, да? Думаю, у вас все получилось. Затем мы видим букву «ы». «ы». В казахском языке она произносится более коротко, чем в русском, да, практически не слышится. И один нюанс – это твердая буква. Да-да-да, это твердая буква. А теперь попытаемся собрать это слово целиком. Вакат, вакатамен. Вакат, вакатамен. Погнали дальше. Слово «қызықты». Қызық, қызықты. К с хвостиком я вас уже научила читать. Букву «ы» вы знаете, как читать. Ну а дальше ничего сложного, просто по слогам прочитали. Ну и помним о том, что буква «ы» все-таки у нас звучит всегда коротко, с таким, знаете, легким пренебрежением при произнесении. Қызықты, қызықты, қызықты. Ну а теперь все это вместе попытаемся соединить. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Әр нәрсе өз уақытымен қызықты. Ну и где-то здесь будет висеть перевод. Что же это такое? Увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.